Домашняя кухня вместо офисного кабинета, уютная пижама вместо делового костюма. Теперь именно так выглядит утро большинства жителей нашей страны. Вся Россия ушла на длинные выходные. Пусть причина совсем не праздничная, это не повод унывать в четырех стенах. Тем более, что заняться действительно есть чем. Отоспаться, пересмотреть старые фильмы, сделать уборку, выучить новый язык или позаниматься спортом. Это лишь малая часть того, чем планируют заниматься жители нашей республики. В группе Юргана ВКонтакте мы провели специальный опрос. В лидерах ожидаемо общение с семьей и домашние дела. Впрочем, досуг должен быть разнообразным, рекомендуют психологи, а потому в ход идут самые разные занятия. Жители республики активно делятся в соцсетях вариантами. Здесь и чтение, и компьютерные игры, и общение с питомцами, и игра на музыкальных инструментах. А еще подготовка к дачному сезону, ведь весна все равно рано или поздно настанет. К слову, этот факт подталкивает и к еще одной активности – физической. Всем привет! Сегодня я подготовил для вас очень актуальное видео о том, как заниматься дома. Бесплатные и платные для любой физической подготовки. Фитнес-центры хоть и временно закрыли свои двери для посетителей, желающих прийти в форму к лету не бросают. Ритмичная музыка, наставления тренера – все как в настоящем зале. Да и для здоровья полезно. Приготовьтесь. Мы сильнее вируса! Да! Менее активные варианты досуга также остаются популярными, причем не только у жителей республики, но и вообще. Многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к коллекциям фильмов. По такому же пути пошли и театры. Прямиком из изоляции можно отправиться, например, в Большой. Трансляции опер и балетов из Золотого фонда проводятся впервые, когда еще потом можно будет увидеть Лебединое озеро или Щелкунчика, сидя на диване. В онлайн перебирается и бизнес. Сделать маникюр по скайпу пока, к сожалению, еще нельзя, а вот пройти обучающие курсы или изучить что-то новое можно вполне. Так, например, в группе пиар-движения Республики ВКонтакте размещают анонсы полезных онлайн-мероприятий. Это хорошее время для самообразования. У нас, к сожалению, пиар-движение, проект – это живые встречи с экспертами, обучение различным пиар-технологиям, трендам. Конечно, мы сейчас не можем проводить живые встречи, поэтому мы ушли в онлайн, организовали информационную площадку на базе пиар-движения в группе ВКонтакте. Это анонсы их вебинаров, мастер-классов онлайн. Образовательные вебинары, кулинарные мастер-классы, языковые уроки, бьюти-секреты, танцы и многое другое. Вот она, та самая возможность заняться тем, на что раньше времени попросту не хватало, да еще и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Ксения Лосева, телеканал Юрган.